один из самых опытных бойцов турнира. У него за плечами 46 боев, из них 42 победы, всего 4 поражения. Это прекрасный результат для профессионального бойца. Представляет он клуб Rus Fighters, клуб, занимался греко-римской борьбой, рукопашным боем. Мастер спорта международного класса по рукопашному бою 2006 года он получил. Венер Галиев, один из кандидатов на последнее оставшееся вакантное место в полуфинале. Напомню, 3 места уже заняты представителями Украины, и меня лично это очень радует. И его соперник, я думаю, что все любители боев Free Fight не нуждается в особом приглашении, в особом представлении этого бойца. Рафаэль Сильва из Португалии, бессменный представитель Португалии на турнирах Зирки Пересвиту, начиная с 2004 года, турнира Пересвита. Один из самых тоже именитых бойцов. Единственное, что в отличие от Венера Галиева, специфика турниров и специфика выступлений Рафаэля — это борьба. Чемпион мира по фрифайту в супер тяжелой весовой категории 2006 года Рафаэль Сильва. Итак, Венер Галиев и Рафаэль Сильва. Последний четвертьфинал веса до 84 килограмм. Последний разыгрывается билет в полуфиналы. Венер Галиев с красными перчатками, Рафаэль Сильва с синими перчатками на ваших экранах. Ну, очень просто вам будет их отличать. Рафаэль не отличается обилием волосяного покрова на голове, а Венер черный прямой волос, жесткий и непокорный у него на голове. Я думаю, что и характер у него такой же. 46, напомню вам, боев у Венера Галиева, за плечами 42 победы. Прекрасный результат профессионального бойца. И первый раунд. Рефери на площадке Игорь Владимирович Ермолаев. Поприветствовали друг друга соперники. И начинается первая трехминутка этого четвертьфинального боя. Присматриваются друг к другу соперники. Атака Рафаэля. Попытка была пройти в ноги. И успешно предотвратил эту попытку ударами Венер Галиев. Это достаточно необычно, я бы сказал. Очень редко я видел это в турнирах по смешанным единоборствам. Прекрасно встречный вход в ноги. Все-таки Венер успел захватить ногу и тут же на разрыв дистанции провел двоечку в голову Рафаэля. Пока что Рафаэль ничего не может сделать. Дважды пытался пройти в ноги. И третья попытка пройти в ноги. Успешно блокируется Венер. Нет, не успешно. Видите, Рафаэль захватил ногу соперника, переводит его в состояние блокировки сверху или позиция сбоку. Но Венер держит Рафаэля, не упускает. Рефери останавливает поединок. Напомню, такая борьба считается пассивной и для интереса зрителей, для динамики поединка прекращается. Атака, очень хорошая серия Венера, правда все пришлось в блоке, успешно защищался Рафаэль. А вот сейчас навстречу увидели крюк нижний, пропустил Рафаэль по челюсти. И таким образом Венер прервал его попытку входа в ноги. Видите, успешно защищается сейчас Венер. Может, он и не очень сильно атакует, но все попытки Рафаэля пройти в ноги и перевести в излюбленную ним ситуацию борьбы на земле бой пока что не увенчались успехом. Опять же, в этом эпизоде Рафаэль пытался пройти в ноги, успел перехватить Венер Галиев и заблокировать этот проход. Рефери опять возвращает спортсменов в стойку. Мені здається, що вже уподобання трошки змінились. Отже, перевіримо. І так, хто вболіває за Рафаэля Сильву? И кто підтримує? Ведущий отмечая, что более активно атакует
Венер и зрители на его стороне. Только что прекрасная была атака Венера сверху вниз, из стойки в партер. Дважды он пробивал успешно. Вы видите такие немножко удивленные глаза у Рафаэля. Мне кажется, он немножко потерялся. Все-таки впечатлили и потрясли его эти удары. И потихонечку чаша весов склоняется на, мне кажется, сторону Венера. Еще одна серия. Правда, все прошло мимо. Успешно защищается Рафаэль. Атакует Венер Галиев. Закончился первый раунд. Вы знаете, настолько динамичные бои, что я даже не успеваю заметить, эти 3 минуты не пролетают для меня как 1 секунда. Напомню, первая 3-минутка началась атаками Рафаэля, который пытался пройти в ноги и перевести Венера в партер. Венер в основном отбивался навстречу, достаточно успешно блокировал все попытки Рафаэля перевести в партер. Дважды он очень активно, хорошо, серийно атаковал. Только что вы видели в замедленном повторе одну из таких серий, которая завершилась блестящим лоу-киком и достаточно потрясающим. И я думаю, что и вот конец раунда, вы помните, сбросил Венер Рафаэля на пол, и 2 таких вот мощнейших удара было им нанесено сверху вниз со стойки в партер. Теперь я уже вижу на повторе, в замедленном повторе, что все-таки Рафаэль не пропустил ни одного из этих ударов, но они были все равно, по-любому, в любом случае они были потрясающие. И я думаю, что возымели свое хотя бы психологическое воздействие на Рафаэля. Может, мне кажется, но какая-то неуверенность у него в глазах, потерянность какая-то у него в глазах. Ну и поддержка трибун. Вы помните, в конце первого раунда ведущий обращался, ринг-анонсер обращался к трибунам с вопросом, кто же больше поддерживает Рафаэля, кто же больше поддерживает Венера Галиева. И предпочтения все-таки уже склонились на сторону Венера Галиева.